Этот год как никогда отразил всю красоту, традиции, единство народов многонациональной России. Год единства народов России, год культуры в Якутии и год народных традиций дополняют друг друга. Год единства народов России, объявленный нашим президентом нашего государства Владимиром Владимировичем Путиным, годом культуры, который объявлен на территории нашей республики, ну и годом народных традиций в нашем Алекминском районе. Но, конечно, вот сила России, оно как раз-таки есть в единстве народов, а ее духовная составляющая – это культура, а источник культуры – это народные традиции. Ну и с учетом того, что у Алекминского района богатая история, богатые традиции, конечно, вот в наши непростые времена, когда вот мы встречаемся с вызовами, когда, по сути, вот сейчас наши братья, наши сыновья, любящие мужья выполняют свой священный долг по защите нашей Родины. По сути, они защищают существование самого государства, они защищают те ценности, которые вот прописаны в Библии, которые вот продиктованы самой природой. Поэтому здесь вот суть этого года, важность сложно переоценить. И сегодня мы должны помнить о нашей культуре, о наших традициях, передавать эту память из поколения в поколение. Именно отсюда мы черпаем наши духовные силы, и в эти сложные времена они нам нужны, чтобы преодолеть эти трудности и приблизить так нужную для всех нас победу. Алекминский район – один из самых многонациональных. Бок о бок, согласованно и дружно здесь проживают десятки национальностей. Многие давно пустили свои корни. Представители разных поколений, разных профессий и разных национальностей. Но всех нас объединяет одно – любовь к нашей Родине, вера в ее светлое будущее и стремление жить в мире и согласии. На открытии года свое творчество талантливо представили множество коллективов, среди них танцевальный ансамбль Алекминского техникума. Эти звездочки зажгли ярко. Последние годы, как сказать, сактивизировались больше. Да, больше активности, потому что к нам вот последние годы приходят очень хорошие активные ребята. Я вот заметила, что действительно очень много, очень интересный ансамбль, и что крайне редко это мужской. Да. Мужской ансамбль. Год культуры. Что это значит для вас? Для нас это значит продвигать свою культуру, всем это дать понимать то, что вот такая у нас культура, вот такие обычаи, такие традиции. Вообще важно поднимать культуру? Да, очень важно для будущего поколения. Это сейчас получается молодежь мало знает про свою культуру, и таким образом мы даем понимание, то, что у нас такая культура, у нас прям с наших корней поднимаем эту культуру, это знание нашей культуры. Конкретно вы давно занимаетесь? Конкретно я занимаюсь давно, именно танцами, больше 10, наверное, лет. Да, больше 10 лет занимаюсь. Традициями венкийской культуры отдельное место в истории Алекминского района. Это искусство танца, напевов.
плавная и мягкая речь, которую сегодня бережно возвращают, ведь ранее ею владели в основном старшее поколение. Я представитель из далекого таежного села Тяня, Алекминского района. Скажите, пожалуйста, вот в этом году отмечается год в России единства, да? Да. Вот отражается это в Алекминском районе? В Алекминском районе, конечно, отражается. Ну, это дело в том, что вот это как бы творение природы, когда в таежном селе, когда в детстве мое прошло в далеком тайге, село, где родители кочевали на оленях, вот оттуда и пошло. Я с маленьких лет шью, как мама шила шитьем, и я сочиняю стихи, пою песни. Ага. Вот от этого и пошло вот это творчество. Ага. Вот, например, я могу перевести на русском языке: холодно и тепло в чуме моем родном, запах свежей лепешки, родные руки матери моей ласкают, при болезни радости моей. Не горюй, не плачь, родная, все мы выросли давно, сохраним все традиции наши для потомков народа своего. No nofti du, abankir hagalin, goroyo dog jangan, tana dunadun, ayam mama tidak membejau. Одна из таких старожил – Ляна Яковлева. История жизни уроженки села Тяня почти учебник по культуре народа. Так, творчеством я занимаюсь с детства, ну, можно сказать, с 5 лет. Почему? Потому что мои родители кочевали в таежной тайге, кочевали в тайге, в стаде. И с тех пор я начала заниматься творчеством с маленьких лет. Ну, моя работа в основном береста. Я занимаюсь берестой, шью вот такие кумаланчики. Это инмарук, батанга называется по-венкийски. Здесь берестовая работа. И занимаюсь обработкой меха, оленья меха. В основном. И потом в последнее время я стала заниматься бисером. Шью вот такие, отражаются в этом бисере вот такие наши орнаменты, там, наша красота, творение природы. Между тем на сцене коллективы сменяли один другого, и каждый номер – это отражение культуры и традиций. Как вы считаете, вот в России, в Якутии, в нашем районе объявленные года носят определенное название? Как это вот перекликается и переплетено с Алекминским районом? Потому что наш Алекминский район многонациональный, и то, что народы наши соединяются, плюс еще соединение всех народов, очень дружный народ у нас в Алекминском районе. Мы очень рады, что у нас район очень многонациональный. Мы дружный народ, у нас соединение всех кровей, и татар, и русских, и венок, и якутов. Алекминск сумел сохранить не только культуры разных народов, но и сроднить людей. В России объявлен год единения, да, то есть вот год общности. Как вы считаете, для Алекминского района это насколько важно? Ну, как бы, это, мое мнение, это как бы, если в России объявлено, то все республики, все населенные пункты, для них это очень много чего значит. Мы знаем, что Алекминский район у нас очень многонациональный. Да, многонациональный район, как бы всякие, всех много национальностей. У тебя много друзей разных национальностей? Да, очень много. Очень много знакомых, очень много друзей, также родственников разных национальностей. А может среди людей разделить национальность? Нет, ни в коем случае, как бы. То есть не важно? Не важно. Зависит от человека. Какой человек, такое отношение.
Татары, узбеки, армяне, грузины, дагестанцы и многие другие. У многих Алекминск стал родиной. Да, это очень важно, что в России объявили годом единства. Мы в районе не так давно тоже отмечали год единства, потому что Россия же многонациональная страна, и мы должны быть едины во всем. Сегодня на концерте отразилось это общество? Да, отразилось. Много разных, да? Да, много разных культур представили. Очень красивый концерт. Горжусь собой, моя земля, достойных предков колыбель, и верность прошлому храня, и в счастье будущее. Этот год богат событиями, которые еще ярче подсветят то, что и так всегда было в Алекминском районе и городе на реке Лена. Единство и взаимопонимание всех живущих здесь. Союз народов всех